Охотничий инстинкт, защита территории, борьба за право быть главным – все это естественно для больших кошек. Поэтому дрессировщикам всегда нужно быть начеку. Сегодня мы узнаем все о дрессуре тигров. Крупные тигры в цирке – излюбленные объекты для дрессировки. Пару веков назад укрощение действительно достигалось страхом, потому как этот номер в цирке является самым опасным. А вот на арене в окружении превосходящих сил противника Артур и Карина Багдасаровы главные. Каждый из них рассчитывает только на себя, на свой характер, умение и выдержку. Конечно же, мы их берем с детства, и мы знаем какие-то повадки и характер каждого животного. Мы знаем, насколько можно подходить, насколько нельзя подходить. Да? Если бы мы взяли взрослого тигра, он бы нас не знал, и мы бы его не знали. Это было бы сложно. Как и многие цирковые, дети дрессировщика Багдасарова росли на манеже. Когда они стали постарше, им разрешили участвовать в представлениях. Все началось с того, что мой любимый папа, когда я родилась, решил, что я должна быть укротительницей. Других вариантов не было вообще, потому что папа в свое время работал дрессировщиком у такой известной укротительницы, как Маргарита Назарова. Он, конечно же, решил, что я должна быть такая же, как Маргарита Назарова. Естественно, что я первая начала работать, потом уже Артурчик начал работать вместе со мной. С успехом прошли гастроли цирка Юрия Никулина у нас в городе. Осталось всего 2 представления. Чтобы оставить о себе добрую память, они решили показать воспитанникам детских домов и специализированных детских центров то, что не может увидеть обычный зритель. Мастер-класс по дрессуре тигров. Как-то одновременно у нас пришла такая идея, а почему бы вот не показать людям, как действительно происходит дрессировка. При репетиции всем объясняем, насколько важна любовь, насколько важно понимание вообще того, что это за животное. И, конечно же, на такие мероприятия мы чаще всего приглашаем детей, у которых нет родителей, которые чем-то обделены, детей из многодетных, необеспеченных семей. Надеюсь, что именно сегодняшняя репетиция этим деткам поможет как-то преодолеть свои болезни. И детям, конечно, нужен позитив. И детям нужно, чтобы они верили в открытый мир, что все-таки мир не агрессивен к ним, а что есть что-то в мире такое хорошее, доброе, что просто поможет им в дальнейшей их судьбе. Считается, что в работе с хищниками нужно развивать мужественность и силу. Необходимо, чтобы животные воспринимали человека как вожака стаи, ведь человеку без внутреннего стержня они подчиняться не будут и непременно нападут. В любых случаях тигр может напасть. У него может быть плохое настроение, у него может быть что-то болит. Вообще, в принципе, это нормально, когда хищник нападает на то, что он ест. По природе мы не должны находиться в манеже вместе с тиграми. Поэтому нормально, когда тигр он проявляет агрессию и может даже напасть. Карина и Артур рассказали, что в то же время дрессировка должна быть гуманной. Большим кошкам тоже нужна ласка. Тем более, что одной из важнейших задач дрессировщика является подавление природной агрессивности зверя. Вы знаете, вообще тигры – это моя любовь. Да? То есть это животные, которые я безумно люблю, и я прекрасно себя чувствую. То есть бывают даже моменты, когда у тебя нет настроения, у тебя что-то болит, еще какая-то канитель в жизни происходит. Ты заходишь сюда в клетку, смотришь на эти милые морды, и все. И ты понимаешь, что жизнь прекрасна, все хорошо. Вот здесь, вот на этом пятачке 13 метров, я себя чувствую в большей безопасности, в окружении 10 своих полосатых котов. Я себя чувствую в большей безопасности, чем вот вне сетки. Карина и Артур, продолжатели династии Багдасаровых, смогли не только сохранить семейные традиции, но и поднять искусство дрессуры на новый уровень. Сегодня на их представление трудно достать билеты. Их с радостью ждут в любом городе. А вот в нашем любимом Бишкеке они будут до 8 апреля. Не упустите эту возможность.